Здравствуйте, меня зовут Федотов Сергей, обучающая студия «Юный биолог», филиал ЦДО в поселке Чернышевский. Тема моя называется «Исследование и сравнение состава и свойств известных марок зубных паст с натуральной зубной пастой». Актуальность работы заключается в том, что зубная паста не только защищает наши зубы, но и может повлиять на здоровье всего организма. Поэтому важно знать о значении веществ, входящих в зубную пасту. Целью данной работы является изучение состава и свойств популярных марок зубных паст и сравнить ее с натуральной пастой. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: изучить литературу по данной проблеме, изучить состав и свойства различных марок зубных паст и их влияние на организм человека, приготовить натуральную зубную пасту и изучить состав и свойства натуральной зубной пасты. Для исследования мы отобрали 7 видов зубных паст: Blendament, Colgate, Sensodyne, Protect, Promise, Parodontal и Localute Kids. Изучив состав этих паст, мы выяснили, что в состав пародонтала входит опасное для человека вещество лаурилсульфат натрия. Это дешевое моющее средство, полученное из кокосового масла. Ряд исследований выявили, что оно раздражает слизистую, провоцирует развитие стоматита, проникая через слизистую рта в кровь, накапливается в селезенке и печени. А в пасте Sensodyne содержится диоксид титана, который может вызвать сахарный диабет 2 типа. Это выяснили ученые из Техасского университета в США. Для определения внешнего вида и цвета зубных паст мы выдавили небольшое количество зубной пасты на предметное стекло и сравнили. По техническим требованиям ГОСТ внешний вид зубной пасты должен быть однородным. Паста Blendament, Colgate, Parodontal характеризуются неоднородностью массы, что не соответствует по техническим требованиям ГОСТ. Безопасность зубных паст зависит от содержания щелочи. Все эти показатели определяют воздействие на полость рта. Эффективными считаются показатели pH в пределах от 6 до 8. Водородный показатель растворов измерили с помощью лабораторного комплекса Sensodyne. Все зубные пасты, кроме пасты Sensodyne, имеют допустимое значение водородного показателя. Измерение пенообразования проводили в банках. 3 см зубной пасты растворили в 50 мл воды, встряхнули 5 раз и отмерили способность к пенообразованию. Нужно отметить, что обильная пена сушит полость рта, приводит к покраснению слизистой оболочки. Так, по нашим результатам, наибольшим пенообразованием обладает паста Colgate 4,4 см. Наименьшая пена образовалась у Localute Kids 1 см. Для того, чтобы определить, как влияет зубная паста на прочность зубов, провели следующий эксперимент. Взяли 7 сырых куриных яиц, при помощи маркера поделили яйца на 2 части, одну часть обмазали зубной пастой, а другую оставили чистой. В стаканчике налили 9% раствор уксусной кислоты и поместили туда яйца. Прочность проверили через сутки. Наилучшую защиту проявили пасты Sensodyne и Protect. Даже по истечению одних суток заметных изменений толщины скорлупы не наблюдалось, что говорит о неоспоримом преимуществе этих паст в вопросе защиты от воздействия кислой среды. А остальные пасты Promise, Parodontal и Localute Kids подверглись разрушению. Таким образом, они не защитят ваши зубы от воздействия кислой среды. После исследования зубных паст мы пришли к выводу, что купленные пасты не так уж и безопасны, и решили приготовить самим натуральную пасту из безопасных ингредиентов. После приготовления пасты провели такие же опыты с готовыми пастами. Для приготовления натуральной зубной пасты нам потребовались следующие ингредиенты: белая глина, фильтрованная вода, прополис, мед и эфирное масло. Взялись 40 грамм белой глины, перемешали ее с водой до пастообразного состояния. Добавили глине прополис, чайную ложку меда и 2 капли эфирного масла лимона. Все компоненты тщательно перемешали. Приготовленная паста получилась однородного серого цвета, средней плотности, с мятным вкусом. Пасту храним в стеклянных баночках в темном месте 3 дня. Приготовили натуральную зубную пасту на основе допустимых и недорогих ингредиентов. Белая глина традиционно использовалась для помощи пищеварению, поэтому, если ее проглотить, никакого вреда не будет. Прополис безопасный для полезной микрофлоры, антисептик, который производится пчелами. Он обладает противомикробными и противовоспалительными эффектами. Мед, в котором присутствуют все необходимые для зубов витамины А, С, Д, эффективно пролечит стоматиты и воспаление слизистых тканей. Эфирное масло лимона освежит дыхание, а также обладает антисептическими действием. Такое масло хорошо очищает внешнюю поверхность эмали и размягчает зубной камень.
Водородный показатель нашей пасты показал идеальные результаты – 7,56. Это означает, что среда в пасте нейтральная, никакого вреда к нашей слизистой не будет. Ранее мы говорили, что обильная паста приводит к пересушиванию и, как следствие, к шелушению, покраснению слизистой оболочки, а нами приготовленная паста, как вы видите, без пены. Приготовленная паста на определении прочности зубов также показала хороший результат. Через сутки мы не заметили изменения толщины скорлупы, значит, данная паста хорошо защитит от воздействия кислой среды. Таким образом, мы делаем вывод, что в зубной пасте, приобретенной в магазине, могут содержаться токсичные вещества, которые вредны для здоровья, а приготовленная нами экологичная зубная паста по всем параметрам показала отличные результаты. Такая паста прекрасно удалит налет и неприятный запах изо рта человека. Кроме того, она обладает антимикробным и отбеливающим свойствами. Она готовится быстро, а самое главное – безвредно. Поэтому мы советуем готовить пасту самим. Это выгодно и полезно. Спасибо за внимание.